Добрый день, уважаемые коллеги. Кудряшова Татьяна Валерьевна, заместитель директора школы 23 города Воркуты, школы лидера. Приветствую организаторов и участников сегодняшнего семинара. Реализация проекта «Эффективная школа» началась в апреле 2020 года, когда наше образовательное учреждение в качестве школы лидера вошло в список школ участниц данного проекта. Начальный этап проекта был связан с проблемно-ориентированным анализом, проведенным в школах-участниках. Самоаудит выявил ряд проблем. Это и проблемы социального характера, и кадровая проблема, и ряд других проблем, которые легли в основу программы тьюторского сопровождения, рассчитанной на 2020-2021 учебный год. Исходя из выявленных проблем, нами была определена цель деятельности школы лидера. Это повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем внедрения комплексной модели учительского роста и осуществления тьюторской поддержки команд педагогических работников данных школ. Школа 23 имеет опыт в создании школьного образовательного пространства для повышения качества образования. С 2014 по 2019 год школа являлась республиканским ресурсным центром по реализации проекта «Организация профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов учащихся». С 2019 года школа является опорной школой по реализации проекта «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании». Участие в данном проекте поставило перед нами более масштабную задачу – выстроить систему взаимодействия между школьными коллективами, интегрировать технологии, методики управления, обучения и воспитания. Другими словами, создать образовательную экосистему, в центре которой находятся учащиеся. Для того, чтобы обеспечить условия для эффективного освоения ими требуемого объема компетенций, достижения личностных, предметных и метапредметных результатов, необходима совместная деятельность педагогов, которая поможет частично решить главную проблему – дефицит кадров. Работать в команде в едином русле с целью достижения максимального результата – это основная задача педагогического сообщества. Как для школ-участников, так и для нас, школы лидера, работа в команде – это возможность повышать уровень профессионального мастерства. Для нас важно было создать условия для обмена опытом коллег. В соответствии с дорожной картой между школами-участниками и школой-лидером заключены партнерские соглашения о сотрудничестве. Сформирована рабочая группа по реализации модели взаимодействия школ. Определены наставники, учителя с высшей и первой квалификационной категории, которые оказывали методическую помощь по подготовке и проведению учебных и внеучебных занятий. В июне 2020 года проведен межсетевой методический семинар по теме функционирование внутренней системы оценки качества как необходимое условие повышения качества образования в школах с целью анализа действующих систем диагностик, оценок и контроля состояния качества образования и выявления актуальных проблем, влияющих на качество образования в этих школах. С 1 сентября 2020 года в школах-участниках началась апробация диагностических и оценочных процедур модели управления ВСОКа школы лидера. Решение вопросов эффективности школы начинается с личностной позиции педагога. В целях обеспечения повышения уровня профессиональных компетенций педагогических и управленческих кадров школы был проведен краткосрочный курс «Многогранность педагогической деятельности как условие эффективного обучения». Цель реализации данного курса заключалась в формировании потребностей учителей в анализе собственной педагогической деятельности и определении компетенций, которые требуют развития. В ходе занятий были созданы условия для расширения представления педагогов о роли педагога в развитии ребенка, педагогических компетенциях, возрастных особенностях учащихся, педагогических технологиях. Было важно сделать акцент на том, чтобы педагоги посмотрели на свою деятельность со стороны, но при этом без оценки ее как плохой или хорошей,
а с позиции выделения своих сильных сторон и желания развивать слабые стороны. Курс был направлен на формирование потребностей педагогов в собственном развитии, мотивации к самоанализу и достижение более высоких результатов. Реализация проекта возможна при организации командной работы, поэтому было организовано взаимодействие школьных методических объединений. Совместные заседания ШМО проходили один раз в четверть. На заседаниях обсуждались следующие вопросы: развитие предметно-методических компетенций педагогов в области владения цифровыми технологиями, развитие компетенций, обеспечивающих объективную оценку предметных и метапредметных результатов учащихся, анализ результатов ЕГЭ, выявление причин неуспешности учащихся и пути решения этих проблем. В феврале 2021 года организованы были совместные заседания школьных методических объединений, на которых педагоги школ-участниц представили опыт по теме «Эффективные приемы работы с учащимися по повышению уровня предметных результатов». Для повышения профессиональной компетентности педагогов в области цифровизации образовательного процесса проведена педагогическая мастерская Google Документы как инструмент формирующего оценивания. В рамках мастерской представлены возможности использования Google сервисов в качестве инструментов оценивания. Мы уделяем много внимания технологиям и методикам формирующего оценивания, когда оценка, не отметка, ориентирована на выявление образовательных потребностей ученика и его пробелов в знаниях, для того, чтобы максимально их удовлетворить и восполнить, а также на выявление его достижений, чтобы создать ситуацию успеха для дальнейшего продвижения учащегося. Хочу отметить, что педагоги стали активно использовать данный инструмент оценивания учащихся, и по результатам мониторинга 46% педагогов школ-участниц проекта отметили, что в качестве средства оценивания предметных и метапредметных результатов используют Google-сервисы. С целью повышения уровня предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся через развитие учебной мотивации для учащихся 9 и 11 классов был организован курс психологической подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Данный курс создает условия для психологической готовности к государственной итоговой аттестации, способствует развитию памяти, внимания, самоорганизации и самоконтроля, снятию тревожности учащихся. Для учащихся 9 класса были организованы онлайн-занятия по подготовке к ОГЭ по математике. Для учащихся 10-11 классов занятия по физике, биологии и химии. Внеурочные занятия проходили раз в неделю на платформах Мирополис и Zoom. Реализация удаленного обучения осуществлялась двумя педагогами: учитель-предметник школы 23 и педагог-тьютор со стороны школы, где обучались дети. Учитель-предметник разрабатывал урок и методические материалы к нему, а педагог-тьютор обеспечивал техническое сопровождение урока, организовывал пространство для работы, обеспечивал работу мультимедийного проектора и компьютера, распечатывал методические материалы и осуществлял их сбор по окончанию урока, дальнейшее сканирование и отправку материалов педагогу в школу, отправку по электронной почте учителю-предметнику. При изучении биологии, физики и химии предусмотрена практическая часть, которая заключается в проведении лабораторных работ. При удаленном обучении для проведения практических работ учителя подбирали видеофрагменты опытов. Для реализации дистанционного обучения и самостоятельной работы учащихся применялась также информация из электронных ресурсов, таких как Российская электронная школа, Инфоурок и других. Как я говорила ранее, мы реализуем проект «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании». В рамках данного проекта ежегодно проводятся мероприятия, направленные на формирование функциональной грамотности учащихся. Учащиеся школ участников проекта в октябре 2020 года приняли участие в межшкольном химическом турнире, который ежегодно проходит на базе нашей школы. Принимали также участие во всероссийском конкурсе «Школа фармацевтов»,
всероссийском экологическом, этнографическом, географическом диктантах. Данные мероприятия способствуют профессиональному самоопределению учащихся, повышают уровень сформированности предметных, познавательных, регулятивных и коммуникативных умений учащихся. Мероприятия проводились как в очном формате, так и дистанционно. В сложившейся с коронавирусом ситуации ряд мероприятий был организован в дистанционном режиме на платформе Мирополис. Для того, чтобы педагоги и учащиеся школ участников проекта овладели навыками работы в вебинарной комнате, нами был проведен вебинар «Ликбез. Возможности платформы Мирополис». Данная платформа позволяла оперативно организовывать встречи с коллегами, при необходимости назначить консультации и индивидуальные или групповые занятия. По завершении программы тьюторского сопровождения школ-участниц было проведено анкетирование с целью определения удовлетворенности учителей школ-участниц своим участием в программе тьюторского сопровождения и сравнили результаты данного анкетирования с результатами входного анкетирования, проведенного в сентябре 2020 года. Для нас это было важным, так как вначале необходимо было выстроить деятельность по сопровождению, а в конце необходимо было получить обратную связь, оценку нашей деятельности. Данные анкеты продемонстрировали следующее. Если на начальном этапе на вопрос анкеты, насколько я заинтересован в потребности участия в программе и профессиональном росте, положительно ответили 59% педагогов, то на итоговом анкетировании мы видим динамику. Уже 82% учителей демонстрируют стремление к профессиональному росту. После реализации программы 85% учителей ощущали себя подготовленными к работе с учащимися и владеющими инновационными приемами работы для повышения качества образования. Программа была направлена на повышение цифровых компетенций. На начальном этапе умение использовать электронные ресурсы отметил 61% педагогов. В конце учебного года увеличилось количество педагогов, овладевших данной компетенцией. Изменилось отношение к видению возможности реализовать себя в современных изменяющихся условиях. 75% опрошенных считают, что такие возможности есть, и это отличается от картины до реализации программы методического сопровождения. После реализации проекта методического сопровождения у учителей достоверно более высокими стали показатели самоуважения, повысилась оценка своих умений и навыков, контактности, субъект-субъектного взаимодействия и креативности. Стала более выраженной творческая направленность личности. Данные результаты можно рассматривать как раскрытие личностного потенциала и самореализацию учителей в программе поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. В заключение необходимо отметить, что сегодняшний день требует от школы мобильности и гибкости, большей адаптивности к меняющимся общественным процессам. Школе порой трудно самостоятельно решать какую-либо задачу или проблему, и поэтому возникает необходимость поиска единомышленников, помощников и партнеров. Наш проект создает условия для интеграции усилий школьных коллективов, выстраивания школьной экосистемы, в рамках которой школа будет эффективной. Это означает, что достижения будут стабильными и долгосрочными, а школа, сохраняя свою уникальность, будет нацелена на воспитание успешного и современного человека. Спасибо всем за внимание.